Проблема энергоснабжения в Назране по-прежнему остается острой. На подачу электричества в дома горожан влияют дождь, ветер, изношенность трансформаторов, человеческий фактор. Причины всегда веские, реже уважительные. Но только самим жителям важен результат, то есть свет в окне. Их, конечно, можно упрекнуть в слабой платежной дисциплине, однако платить иногда бывает просто не за что. В этом коммунальном замкнутом круге разбиралась Мадина Пугоева. Не почитать что-то, ни телевизор посмотреть, ни что-то сделать, ни бытовыми приборами пользоваться мы не можем из-за того, что нет света. Он и так у нас слабый, даже если его дадут. А то мы сутками без света сидим. Для жителей культурного центра республики города Назрань отсутствие электроэнергии в дневное время и даже ночью совсем не редкость. К примеру, жильцы многоквартирных домов по улице Московская неоднократно жаловались на периодические сбои в подаче электричества. Причем не только во время грозы и сильных дождей, но даже тогда, когда погодные условия не представляют какой-либо угрозы для линии электропередач. В день именно, может быть, 3 раза, 4 раза. Свет выключает, тут же воду отключает. Видимо, напора нет из-за воды, давление не идет. Почему десятки, а то и сотни людей по всему городу вынуждены обходиться без света, неясно. С одной стороны, сотрудники Назрановских РЭС утверждают, мол, бушующая погода застает электриков врасплох, обрывая линии электропередач, устраивая короткие замыкания в трансформаторах и ломая ветки деревьев, которые впоследствии падают именно на электрические проводы. С другой стороны, добросовестные электрики, не покладая рук, трудятся над устранением всех этих неполадков. На вопрос, в чем причина таких частых обрывов и когда, наконец, стабилизируется система электроснабжения, специалисты отвечают: тогда, когда ответственные структуры всерьез займутся заменой изношенных сетей. Те сети, которые были, они были рассчитаны на совершенно иную нагрузку, которая была в какие-то времена. Но при этом они были рассчитаны с запасом по тем временам. Теперь они на грани, то есть они сейчас перегружены в основном. Когда именно этой проблемой займется администрация города и МРСК Северного Кавказа, еще неизвестно. И у этого вопроса, как говорится, есть вторая сторона медали. Денег на замену изношенных сетей нет и не будет до тех пор, пока местное население не погасит свою задолженность перед поставщиками электричества. Но и жители улицы Московская платить за частое отсутствие света в домах не хотят, потому как даже дозвониться до Назрановских РЭС практически невозможно. Позвонишь им, они трубку снимают, чтобы не ответить, и не отвечают никому. Назрань, Кантышева, Далакова, Барсуки, Газир, Петлиева. Жители этих населенных пунктов во время чрезвычайных ситуаций и резких изменений погодных условий одновременно пытаются дозвониться на один и тот же номер. В то время как за диспетчерским пультом, а точнее перед телефоном-аппаратом, сидит только один человек. Понятно, почему большинству звонящих услышать голос диспетчера в трубке все же не удается. Расширить штатное расписание опять же невозможно до тех пор, пока администрации городов и сел не передадут трансформаторы на баланс МРСК. Администрации, у них на балансе там много трансформаторов, они их не обслуживают. Вот. Обслуживаем их мы. Если бы эти сети и все трансформаторы были бы наши на балансе МРСК, у нас, соответственно, для обслуживания этих сетей было бы больше людей задействовано. В штатное расписание было бы больше. А вот администрация Назрани, напротив, заявляет, что техническим обслуживанием трансформаторов занимаются как раз-таки местные власти, и что они уже не первый год предлагают МРСК Северного Кавказа взять трансформаторы под свою опеку. Все трансформаторы, находящиеся на территории города Назрань, на уровне правительства Республики Ингушетия было предложено МРСК Северного Кавказа, у них офис находится в Пятигорске, взять их на баланс. Наше же имущество, которое мы купили за свои деньги, поставили, взять на баланс или в аренду взять, чем сами обслуживали. Это продолжается в течение нескольких лет, они отказываются их брать. Поэтому мы сами свои трансформаторы ремонтируем. Если средств на замену изношенных сетей нет, а вопрос передачи трансформаторов на баланс МРСК все еще остается открытым, то наиболее оптимальным решением проблемы с частыми перебоями электричества местная администрация видит в следующем. Я такое предложение сделал. МРСК, давайте мы же совместно работаем, разъедините этот фидер на 5 или на 6 частей, чтобы не было постоянного отключения своего фидера. Это не тоже московский микрорайон, там есть старый массив, этот фидер дальше в Альтиево уходит. Пока ответственные структуры не могут найти решение этой проблемы из-за частого отключения электричества, а вместе с ним и воды, в первую очередь страдают местные жители. Без коммунальных благ жителям многоквартирных домов по улице Московская приходится обходиться по несколько часов в день, а то и целые сутки. Воды нету, нету у нас воды. Во время длительного отсутствия подачи воды администрации населенных пунктов обязаны обеспечить ее подвоз. В этот дом не подвозили. Но подвозили, а что вот это, Обанхи мы покупали, это да. Обанхи за деньги покупали. И не раз.
Помимо всего прочего, частые ливни затапливают дворы и подвальные помещения многоквартирных домов. Вода в них накапливается, поэтому и последствия бывают далеко не утешительные. В этой ситуации абсолютно ясно видна работа не только электриков, но и коммунальных служб, которые не откачивают накапливающуюся во дворах воду, видимо, ожидая, пока солнечная погода сделает свое дело. Ну, это я уже буду спрашивать со своих подчиненных, поскольку у меня есть начальник отдела по работе с жильцами многоквартирных домов. Почему он и аварийно-ремонтная бригада на данном участке не проследила за этой территорией, это я уже буду спрашивать с них, выяснять. Виновные, возможно, и понесут заслуженное наказание, однако и в этой ситуации все сводится к тому, что в городе не предусмотрены ливневые канализации. Жители Назрани надеются, что в священный месяц Рамадана и после него стабилизируется подача электроэнергии и воды. Мадина Пугоева, Адам Далаков, Новости 24. Сегодня отмечается